Сосед, Маша! Ой! Здорово! Откуда топаешь? Ты кого там? Здорово. Макевна не видать? Где? Зыркни за угол. Стал как этот Макевна. Погляди Макевну. Да чего там глядеть? Коров балабабин угнал, и все. Пустая улица. Понял? Напугался, что ли? Неожиданно, конечно. Потом гляжу, идет выпиться. Ты какую холеру лыбишься? На, закури. Не курю, знаешь. Знаю, потому и предлагаю. А что смеялся? Богатый. Папиросы. А, да это Володька зять с города снабжа. Ты это, садись. Саня, а ты что, куда в такую рань бегал? Эй, за хлеб. За хлебом в 7 утра. С 9 хлеб-то, Саня. А я посмотрел на часы. Вроде 9 доходит. 35 минут. Ну и 35 минут. Пришел, жду. Тихо было. Нет никого. Война, что ли, началась? А чё, сейчас запросто? Ну, а тут балабабин со своими коровами. Оказывается, только 7. Перепутал, наверное. Так стрелки, наверное, перепутал. Ну, думаю, схожу, чтоб днем не мотаться. Сходил. Там один без 15 7 было, а я 35 минут 9. Финита, Саня. Старческий маразм, или как его? Ну, Марзам. Маразм! О! А ты? Марзам. Так, деревня. Правильно подумал. Про его подумал. А ты кого в чужом делал? Засада, мать его. Ей, я по-другому гаркну. Так гаркну, не беременная родит. У меня же Володька зять с кирпичом заделался. Ну, и гараж замутил еще. Ну, видел же кирпич возле моих ворот уже. Ну, так давно уже, и чё? Вот, а тут гляжу, вроде на один рядок меньше стало. Да? А тут, главное, вчера ставни открывают, и Макевна. В конце улицы на Яре. Да, главное, на горбу мешок, задница выше головы, и чешет такая себе. Чешет, а тут, опа, и кирпичок отдельно валяется. Вот смекнул, это ее рук дело. Увижу, такую кару на нее наложу, такую кару. А, слышь, кажись, бежит по Бежит? Да? Саня, ты это, знаешь что? Ты давай это поздоровкайся подле меня, а? А я с тыла выскочу. Здорово, Макьяна! Бог помощь, что ли? Ой, Женька напугал. Устал. Да потаскай-ка. Золото, что ли, тащишь? А считай, что и золото. Только слопот с ними забодали. С кем? С кирпичами. Печка-то на летней кухне совсем как крепость, дым со всех щелей. Надо новую класть, а кирпичей-то нынче поди достань. Вот достаю горячих. А куда денешься? Кудрягицы тягают потихоньку. Их-то Володька еще наведет, а мне-то неоткуда взять. Ты смотри, не выдай меня. Ну, ладно. Танька, подень ко мне там сзади повыше. Подень, подень. Давай, давай. Стоять, мать его! Ой, ядрит твою! Слышишь? Ой, Макьяна, ну в карман тебе чехотку! Санька, он с неба что ли упал? Да не, он вот Ой, сейчас уж шоры буду тебя брать. Ну, чего ж ты сразу шоры-то? Ну, чего уж ты? Ой, ну ни хрена себе! Из-за твоих кирпичей в калеках ходить. Вот, что скажу-то, что скажу? Я рамку так не зашибла бы. А голос куда подевался? Ну, так сорвал, вот чё, зачем орать? Надо было бы шепотом бы, вот шепотом бы. Какую кобылу шепотом? А ну давай, вертай все назад, а то на весь поселок засрамлю. Дай ногу-то погляжу, не сломал ничего. Ой, ты ведь ломала. Твоя работа. Ой, да слава тебе, Господи, зашиб маленько, да и пройдет. Да? А голос? И голос пройдет, ты молчи, не напрягай подольше, и пройдет, и все. Понял, Саня, да? Я, значит, молчи, а она на свою крепость кирпичи таскает.
специалиста, я ведь с ним не первый раз так обращаюсь. Так я бы уж угодила. Так как он вернется-то? А ему бы сейчас грамм 500 и в точку. Прям как тут и был. Че, правда? Ну, что, кляться тебе что ли теперь? Ой, ой. Да верю я, верю. Ну, а да, полечу тебя. Давай. Полечу тебя, и да тебе. Че, белая? А что, не подойдет? Ой, белая только и подходит. Саня, пошли. А одной-то хватит вам? Там поглядим, идем. А у меня нет больше. Одна есть и все. Я с утра не буду. А что? Трахайся потом весь день. С одной бутылки-то пошли. Хорошая водочка-то. Инкой, Санька, и рассчитаю день за кирпичи как раз. Только не ори, договорились? Ну, айдайте. Айдайте, пошли. Айдайте. А, кирпичи. Саня, да ты чего? Пошли, там еще до магазина 2 часа. Мается, что ли, будешь? Пойдем. Макеевна может помочь? Да ладно, я уж сама. Да ладно, сама. Ну-ка, ну-ка, стой. Давай, ну-ка, подморгни ко мне. Давай, подморгни. Опа! О! Макеевна, ну ты и здоровая. Еще не пил, уже ошибаешься, а? Тебе только кирпичи таскать. Ну, погоди, вроде стабилизировался. Отпускай. Ага. Ой, Колька, не упади, ой, скорее. Ой, здравствуй, Лида. Слышу, гремишь уже? Здрасте, здрасте! Гремлю! Солнце-то уж вон, высоко. Колька там мой не у вас случайно? Нету. И Саня куда-то подевался. Они поди на рыбалку сговорились? Да нет, сказал бы. Ага. Мой скажет. Всю жизнь бегает, как партизан. Вот только тут стоял и как сквозь землю. Ну хорошо же. Чё хорошего? Лучше б шею где себе сверну, хоть бы отдохнула от него. Типун тебе. А, хоть два. Ох, погода. Не погода, благодать. Вы картошку-то пропололи уже? Ой, неделю как пропололи. А у нас стоит. Он паразит дождей, что ли, ждет? Как дождется, будем по грязи хлюпаться. Ай, зять с дочкой подъедут, махом прополите. Погоду-то упускай. Сырой-то хуже. Ну да, по сырой-то какая работа? Мука. Ага. Лида, а у вас с кирпичами-то ничего не сделается? А что с ними сделать? Не знаю. Поворуют, не боитесь? Да ну, кому они нужны? А мне кажется, их меньше стало. Да? Черт тебя знает.
Ведь и правда меньше стало. Так и я говорю, чтоб на нас не подумали. Только сейчас внимание обратила. Хотя ведь вот говорила Колька, перетаскай все во двор. Так нет, он задергался, забегал, запсиховал весь. А что это? А зятю, говорит, на гараж. Вот пусть сами таскается. Недолюбливает он, Володька-то. По каждой мелочи с ним пикируется. На черта мне здесь их гараж. Чай выпить, дача, что ли? Хозяйственного зятька. Да. Ты посмотри, и дом нам облицевал, и крышу перекрыл. Ревнует. А че это, говорит, он здесь деятельничает? Че, его просят, что ли? Я вот когда сдохну, че хотите с домом, то и делайте. А сейчас я тут хозяин. Ой. Да хозяин, говорю, ты хозяин. Водку дуть ты хозяин, а не домом заниматься. Хоть другим не мешай. А мне и так хорошо. Нечего меня тут к могиле подпихивать. А, вот поговори с ним. Дом ревнует. Ты погляди-ка. Не говори. Ведь хуже ребенка. Ой, ладно, Варя, пойду я. Дело не в проворот. Да-да, пойдем. Аля, А, так и правда кирпичей-то меньше стало. ну да. Ну да, сейчас-то я уж точно вижу. Так и я говорю. Вот куда он запропастился, а? Вот где они? Собирайся нафиг мне, этот гараж тут не к месту. Тихо, пока не лети. Понял, шепотом. Упоила нас таким. Хорошо. Отлично просто. Ой, слава тебе, Господи, дотопали. Пришли? Быстро. Упоила нас таким. Хорошо. Могила, видишь, кирпичи? Утаскивай все к ядрене фене. Только тайком. Чтоб плитка, чтоб никто не видел. По ночам таскайся, слышь? Ты не только тихо. Сколько, говоришь, тебе их надо? Ну, штучек 10 и хватит, больше не надо. Ну, 400 рублев и все дела. Сколько 400 рублей? Ну, 500 и все дела. Ты чё? По 300 ж договаривались, забыл? Инфляция. Какой? Точно, мать его, инфляция. Чё это она у вас? Пока дома ж не подскочила. Вообще коварно. Только одна, уже другая. Было 300, стало 500, упоила нас макем. Не совестно тебе, Колька? Целых 2 бутылки у меня высадили. Да? Да. А что все равно сыплю? Сами сыплю. Нет, я нормальный кот, все понимаю. Да? А что все равно сыплю? Идет, мать его. Удовлетворюсь на 300. Ну что, Макела, девай нас уже куда-нибудь. Идите тихо. Не хулиганьте. Макьяна, ну ты упоила. Тихо. Если тихо. Смотрите, не проболтайте меня женам. А то и вам, и мне шею намыли. Да, тихо, сидите. Все путем. А мы ничего плохого
Да, Коля? А нам даже благодарны должны быть. Да, Коля? Ну, эти еще грамоты дадут. А тут взятки. Мать его, гладкий. Теперь хоть кол на голове, да. Че, Саня, уже гуляем? Гуляем? А ехал цыган на коне верхом, а видит, девушка идет с ведром. Заглянул в ведро, там нет воды, значит, мне не миновать беды. Смотри, как могу по-цыгански. Ванька и Гришкина ваш! Нализался, успел! А ты кто? О, Саня! Валя! Валентина! Че? Засекли нас? Саня, сейчас куфу начнется. Ты знаешь, что такое куфу? Че, Коля? Пьяный, что ли? А я ничего. А по бутылке на брата? Да? А ты? Куда ходил? Кому? А ты? Я? А я что? Я старый? О, открытый. А, за хлебом ходил, сходил и все. Пил? А? Ну, хлеба пил. А белого не было. Только буханка черная и все. Ты че, Саня? Че? Ты серьезно, что ли? А, ищу. Огород поди. И все. А ты че, Коля? Пьяный, что ли? Ты где-то? С кем? Ну, мать его. Ну ты сыч! Полюбуйся-ка на супчиков, а? Слышу, поет кто-то. Выглянула. Орел-то мой под окнами кружит. Ты посмотри, Валя. Они где-то, а? Так вижу. И слепой увидит. Ты где так нахлестался, скажи-ка, а? Этим? За хлебом ходил. За каким хлебом время 9 нет? А я почем знаю? Белого не было. Только буханка черная и все. Кого мелешь? Ты хоть соображаешь, кого ты говоришь? В магазин. Булку черную. Она у тебя пустая, Сань, сиська-то. Как это? Коля, ты не брал? А, вот тут на заваленке умял. Мах! Ни крошки! О, сыч.
чем? Да ты же черта рыжего спанталыгу собьешь. Ты с кем связался, Саня? Ну, что, пацан? Ты глаза твои бесстыжие. Лидка! Ты посмотри, люди-то вон давно уж всю картошку пропололи, а ты ходишь, шары заливаешь. Лида! Моя воля, я б тебя прибила, честное слово. Лидия! Ты что на меня при чужих-то, а? Ты что меня позоришь? А ну иди сюда. Сейчас буду учить тебя родину любить. Ой, ну давай, ага. Саня, сейчас будем учить наших баб родину любить. Ага, ну давай. Ой, прям ласточкой лечу, к милому плечу. Ну, давай, ага. Ой. Ну, давай. Иди сюда ко мне. Ты посмотри на себя, а! Родина, обидел! Последний стыд потерял, еще грозится! Я тебе не Саня. Все, метель, иди сюда. Вот сюда, вот. Это самое место, давай. Ты что, давно на 15 суток не залетал? Я тебя сейчас быстро организую. Сиди уже, не выкобенивайся, штаны-то надень. Лида, Лид, я не пойму, они на какие деньги-то гуляли? Не брал? Нет, вроде, ты свои проверь, может, на ваши пили. У нее найдешь. Она запрячет, потом ходит сама 3 дня. Да если б я не прятала, давно б голые по миру ходили. Ты посмотри, у других-то мужья как мужья, один с панталыгу сбиваешь, за собой тащишь. А вы вот посмотрите на него, на другого. Притих. Не знаю, с какой стороны фортель выкинет. За хлебом он ходил. Да по сравнению, если Саня-то не мужик, а Правильно. клад сокровенный. Клад! Сокровенный клад, меньше и не скажешь. Вот и иди к своему складу. Как там тебя? А я чё? Я ничего. Вот тебе клад. Сверкает весь, глазам жмурка. А что, не так, что ли? И двор уберет, и воды натаскает, и картошка у вас не запущена, и пакость эту не пьянствует. Ага, и только задачки по арифметике решает. Вот вместе с солнышком стоит и решает. Много нарешался, да? Я бы что знаю. Нормально? Нормально, по само горлышко. Ой, да если б моего тебе, так в один день бы без штанов я оставил. Родину он любить учит. Сам-то ты ее любишь, родину. Обожаю. Саня, я за родину. А я не понимаю, а что это ты прибедняешься, а? Сама в этих коврах, в хрусталях живешь. Другим даже и не снилось. Да, Валя? Ты знаешь, сколько я застоя, мать его, напахал? Ой, знаю, Коля, весь поселок знает, хорошо живете. Рыбнадзорщиком столько лет плохо жить. Ой, где ж ты его углядел? Хрусталь! Ведь весь укокошил. Шары залил и пошел, слон в Европу. Всю посуду перехлестал, черт проклятый. Помнишь, у меня этот наборчик-то с золотым ободком, рюмочки-то, ну? Ну? Так вот, Володька с Натальей с города приедут, так ведь стыдоба за стол-то сажать, всю посуду перехлестал. 4 рюмочки всего осталось. Так, конечно. Тебе чуть не по тебе, ты на него. Крик на весь поселок. Ему же обидно. Обидно, Валюх. Но отстаивает себя, защищается. Вот ты не кричи, и все. Иди-ка, поживи с ним. Посмотрю, надолго ли твоего молчания-то хватит. Ну, если у человека характер такой веселый, что ж, его укорачивать, что ли? Ага. По бабам бегать, да водку хлестать. Ой, много ума-то и не надо. Вот сидишь у своего Сани, как у Христа за пазухой. Сиди и помалкивай. У Христа за пазухой. Без направленности, без наказа и шагу ступить не может. Все покажи ему, все обскажи. Это разве мужик без самостоятельности-то?
свечки нету, но выходит. Когда заругается, забазарит, памятник из себя выведет. А памятник, мать его, не сдержится. Выведет, Коля, я же вижу. Я не знаю, что ли? Указами замучила ли? Каждую минуту, каждый день указ. А вот и пусть друг друга мучат. Он ее родину любит, а она его как жить. Поглядим, что у них получится. Поглядим, Саня. А не пугай, не А пугай. я ли все умею. Да? Плотничек, пожалуйста, постирай, пожалуйста, борщ. Вот такой могу замыслить. А ты, Коля, можешь? Не мужское это дело. Вот в механике я дока. Да, там двигатель, вот это вот что-то перебрать там. Правильно ли? То есть Варя. Конечно. Борщ он варит. Нашел, чем хвастаться. Ты еще рожать научись. А между прочим, даже интересно. Да, Коль? Чего? Рожать тебе интересно? А мы бы у них так последний козырь и выбили, а сами с усами. А на получить вырожденного собственными успехами. И бабам полегче. Ой, дурачок. Да? Мучиться еще. Да не понимаешь ты ничего в душевности, таки умол. Молюсь я на тебя, Саня. Это же надо. 1 на миллион ты так за наши женские страдания переживаешь. Ведь поищешь, не найдешь. Нашла? Нашла. Ну и замолитесь, хоть до посинения, оба. А чего надо, того и сделаем. Ты мне тут не командуй. Ну идите, чего сидите? Время-то идет. Пойдем, Николай, пока веник со совком принесем. Зачем? Пойдем. А ты погляди там, под лавкой-то ничего не видать? А что там? Песку-то много наварила? А срок-то бежит, и уже вынуждены клепать. Ой, смешно. Ну, давай. Точно, Ритка, песок-то сыплется. Валя, тут надо не совок, а лопату совковую. О, Ничего, да, Сань, сокровище? пойдем-ка, Саня, а? Дурость их веселая до добра не доведет. А не пугай. А нифига мы не боимся. Валь, прибежишь за Саней, Вот получишь, поняла? Ой, да провалитесь вы оба, очень надо. Смотри, сама не сполошись. Ты бежишь за Колькой, не на фигу наведешься, фикусом залуплю. Пойдем, Коля. А я что-то не понял. А что это мы по другим территориям распределяемся, что ли? А давайте испытаем новое блаженство. Валя? не болит? Голова? Да нет, кажись, поспал. Вот, хорошо. А то, хочешь, похмелись? Брашка у нас есть. Брашка? Ага. В подполе от Кольки за картошкой прячу. Она ведь еще выбродить не успевает. Он ее уже хлещет. А хочешь, слажем цежу? Да нет, мороки больше. Потом похмеляйся. Лучше чаю. Я чай люблю. Да ты сахар-то клади. Не стесняйся. Дорогой, зараза, стал. Ну и что? Пустой, что ли, тут теперь пить? Да клади, ну не стесняйся, вешай. Спасибо.
20 пачек. Хватит? А нет, Володька еще с города привезет. Это по 400 рублей, это сколько получается? Ну, тебя же Валька задачником обозвала. Вот и считай. 20 на 400. Что тут решать? 8 тысяч рублей. Ого! Это ж еще столько и пол зарплаты. Да, на кого больше? А тут 8 тысяч. Десять лет в продавцах отбухала. Не что я и считать не умею. 8 есть. Надо же. Да накуривайся. Кольку-то все не курить гоняла, а ты можешь на кухне. Только, Сань, давай в печку. В нее просто дым хорошо уходит. Да не, я здесь. В комнате? Посижу. Уж нет, Сань, ты меня, конечно, извини. Я дым не переношу. И так тебе разрешила в печку отправляю. Иди там кури. Да зачем? Не надо? Как не надо. А мне что потом? Задыхаться? Кашлять всю ночь? Ты, Саня, не ожидала от тебя, честное слово. Ли, так я ж не курю. За всю свою жизнь всего 2 раза курнул. 1 раз в армии, 1 раз перед свадьбой. И все. Ой, я вот дура-то! Я ведь помнила, еще тебя все Кольке в пример ставила. Ой, сижу, уговариваю совсем чекануть. Ну, и куда их теперь? Там еще 5 пачек осталось. В руки-то не влезли. А потом? А что потом? Жить как жили, куда денешься? Так вы это что? Понарошку? Не по правде, что ли, затеяли? Ну, чего это не по правде? Ты же тут? Тут? Совсем? Или как? Ну, я не знаю, ну, поживи сколько-то. На диване поспишь, диван-то у нас большой, новый. На диване. Ну, хочешь, я на диване, ты на кровати. Или как ты хочешь? А я что? Я ничего. Это ж вы с Валентиной затеялись. Нас с Николаем перетасовали. Сговорились, что вот так вот, да? А ничего мы и не сговаривались. Это же ей вон шлея под хвост попала. А мы не рыжие, за мной не задержится. Так они, слышь, по правде могут начать. Кого начать? Жить вместе, ходить, Ну, и пусть спать. себе ходят. Почему это они спать-то вместе будут? Ходить вместе, а спать. Да и спать, наверное, тоже. Ну, если по правде, если не сговаривались. Да ладно тебе. Правда, ничего не сговаривались. Слово за слово. Сань, а что теперь? Может, сходить, спросить, как они собираются. Маша! Побежала. Она говорила, будто я из-за Кольки Хай на весь поселок подымаю. Будто срамлю его, говорила. Так вот, сейчас накостыляет ей при случае, отведет душеньку, так узнает. Не на поселок, на всю область заблажит. Драться начнем. Бить. Ну, бить не бить, погонять лишний раз может. Вот попривыкнут друг к другу и начнется. Думаешь, я что, от хорошей жизни, что ли? От покоя у вас периодически-то прячу. Ёлки, а? Вроде тихо. Видишь, и
Спасибо, Валюха. Хорошо. Ой, храпишь ты, Николай, прямо как военный оркестр. Заслушалась, ухохоталась, ей-богу. Это могила. А чё, на полу спал? Ой, уж тащила на кровать, тащила, упал и замер. И засвистал. Так старый мать стал. Вот и храплю. А вкусно храпишь. Как? Заразительно очень. Думаю, похрапеть заодно с тобой, что ли? Что потерял? Да, папиросы потерял. А я вот на стол выложила, а то помял бы. Ладно, пойду это в сердце поведу. Да ты чего? Кури в доме. В доме кури. На улице так бегать, какая радость. Да и прохладно теперь по ночам. Лидка на улицу гоняет, как собаку. Запрещает в доме курить. Ой, а я тебе и пепелку дам. Для красоты стоит, бездельничает. Вот, пригодилась. Сиди и кури спокойно. Что туда-сюда бегать? А я хоть дымка мужского понюхаю. Валя, а Саня-то чё, куда подевался? Здрасте. Там, ты здесь, он там. Такая жизнь началась. Мать его, я и забыл. Ну и чё, как они там? Ладят? Ой, я и не суюсь. Мне и не интересно. Как хотят, пусть так и будет. Валюха, так это что получается, ты теперь жена моя, да? Это баш на баш, да? Ты что кричишь такой? Да там не слышно. Ага, не слышно. А когда раз и слышно делается. Валюха, а Саня такая хороший петух. Плохой, наверное, раз меня тащила. Куда тащила? В кровать сама же сказала. Не ему на кровать, не к себе же. Ты как обо мне подумал, обалдел? А у вас что, кровати разные? Давно уж разные. Лет 100? А мы с Лидкой еще стукаемся. Николай, перестань. Понимаю, я серьезно шучу, думаешь? Олька, Лидуха, ух, работает за двух. Она у меня заводная, Валя. А чё? ой, я с ума сошел. Валюха, сейчас самая пора. Какая пора? Со стыда сейчас умру. Батюшки. Ой, гроб загонишь срамотой своей. Ничего не срамота. А что это? Срамота и есть. Это жизнь, Валюха, только сама медовуха и начинается. Давай. Не угомонишься? Уйду. Вот, беру платок и уйду. Честно снова уйду. Куда ты чё? А хоть в баню. Там посижу, пока не утихомиришься. Вот и я, потрёмся. А что ты тут со стыда сгорать, что ли? Так я же шуткую. Чё шуток не понимаешь? Что ли? Ага, услышат. Что про нас подумают? Так семейная жизнь. Вы же нами махнулись. Махнулись? И что, это, надо бы сразу, да? И сразу. Мы же песни на заваленке пели. Весь день пели. Отоспался. А сколько ждать? Кого ждать? Мать его. Ладно. Снимам проблему. Пока что. Успокоился? Слава Богу. Операцию надо. У вас опохмелиться есть что? Нету, да и хватит уж. Нет. Мне без поправки гранты. А у Лидки брашка. Валюха, сходишь, а? Там ковшик нальем. Здрасте. Разругались, нате вам, нарисовалась. Чего ж мне гордости нет совсем? Папирос еще пару штук осталось. А дома 25 пачек. Да, раздобыть бы как-то. Как? Да маневром каким-то. Как? Каким манером туда сунешься? Ну, не знаю. Попробуй сбегай. Не пойдет. Думаю, если
у ней мужик другой, так я с ума сойду или на колени перед ней стану. За 20 лет не угнула, теперь все. Финита, ушел автобус. Тихо. Стучат. Кого-то приплачивают. Ковер, мать его, прибивает. Что ты опять? Кого прибивает? Ой-ой-ой. Ты что ж за делаешь? Ты погляди-ка, с лица упал. Подумаешь, ковер пусть прибивают. Ну, мать его, бабы. Да играетесь. Да что тут такого, ковер и ковер? Так она ж, мать его, прибивает. Ну? Ну, и теперь Санька то и в койку нырнет. Да ну! Вот тебе и, ну, мы когда с ней разругаемся, она ковры снимает и прячет. А когда на мировую, обратно на стенку, ну и сами это. Ну! Сейчас крепанут, мать его, выращенного успехами. Дай секунду. Сама-то дрожишь? Дрожу! С коврами станешь умереть! А ты хоть знаешь, где она их прячет? У нас и прячет. Утром тебя увидела пьяного. Через огороды и притащила. Ковер. Не один, два. Вас тут двоих. Ну? Ну вот, оба стоят за дверью. Оба. Оба. Тогда какую холеру она там приколачивает? Откуда ж не знаю-то? Я понял. На арапа беру. Кто первый не выдержит? Воли духа. Во молодец. А может третий? А? Ну, может третий ковер у вас есть. Третий? Не-не-не, кажется, нету. Не-не-не, точно нету. Говорю, на арапа беру. Воли духа. Валя, это что, крышка в подпол? Куда же, как у вас? Знаешь что? А, Давай-ка неси эти, как их там, плоскогубцы и топорик. Маневр придумал. Это, знаешь, помнишь этого Харчевникова, ну, соседку Валентина Григорьевича? Не помнишь Харчевникова? Степку-то помер уж давно. Вот, у них дом тоже на два хозяина. Ну, Вот, он свое подполье, Григорьевич рассказывал, через соседское пробирался. зачем? За самогонкой зачем? Самогонку не там хранит. А теща ему не давала, запрещала. Так он в свое подполье, через соседское, ныр, и все. Сейчас переговорим. Многолетним опытом и до моей брашки доберемся. Давай, давай. Ой, что, Николай, уж так выпить хочется. Мстить, Валюха, будем. За стуки, мать его, за имитации. У нас-то еще легче, чем у Степки. И земля доски. Я доску так тяну, а за картошкой бутыль. Эна думает, что я не знаю. А я что, не знаешь, сколько отпивали? Давай, неси. Разгневается Лида. Пусть догадается сначала, пока хватит. Там еще это, разговоры их послушали, все тайны выведали. Давай. Что-то не могу найти. Вот, ножницы есть. Ой, ерунду какую-то творим. Сумасшедший прям. А если еще на заваленке сидят? Нет, так ставни все равно закрыты, не подглядеть. Так это, мы с тобой через огород пройдем и в кухонное окно посмотрим. Если занавески не задернуты, жди. Хочу на долбака своего полюбоваться. Как он там от наших стуков-то бесится. Так это, секретно надо, чтоб не припутали. Сейчас, погоди, я темную накину. Подожди. И вот это. На, тоже Колькин плащ надевай. Зачем? Так светлым-то сразу внимание обратят. В темном нормально. Надевай, надевай. Где? Надел. Пошли. Валя, их дома-то не слышь? Давай вылазь. Что прибивали? Да ничего не прибивали, провокация, мать его. Давай.
ее расшибит. А ей все недобродиво. Взорвется скоро. Светка горит, ты погляди-ка. Хочешь попробовать? Никуда умотали-то? Никуда умотали? Наверное, попариться пошли. Ани света нет. Оля, на столе папиросы. 2 штуки всего осталось. Бери сколько-нибудь, чтоб не догадались. А кончится? Кончится, на стены скакать будет. Где он их теперь возьмет, достанет? Дрожмят, ну пошли уж. Так они, наверное, это у ворот на лавочке сидят. Ой, Так, сколько? Пачку 2. С какой-то радости. Да ты бутыль ставь на место. Давай мне папиросы. Валя, знаешь, что придумал? Бутыльку открывай. А? Вот так вот, поглубже. Сегодня-завтра она им даст. Отсулетуем, во кино. Там никого. Наверное, до сих пор на заваленке сидят. Весь день пели, не напелись. Не слышно вроде. Саня, у вас тут где-то ковры наши, надо найти. Сань, вон они. Ой, ты где, и я. С какой радости им оставлять? Ой, да, надрывается, бежи, бери. Валя, погоди, ну что? Лип, Коль, а где папиросы? где ковры-то? Чью ты, мама родная? Макевна, А, боже мой, кто где? Макевна, Вы что там? По очереди ночуете? Чокнусь я из-за вас. испугалась? Че как пацанёк хулиганите? Помоги, не пускай что-то. Кого там потерял? Ну, ни взад, ни вперед, а? Нарочно меня пугаете, да? Ну, какой нарочно по руке зацепился? Не будете по чужим огородам лазать. Ну, я. Ну, Никак. Хоть ты, заразка, двигаешься. двигаюсь. Трещало что-то. Развернись. Пора. Порвал насильно. Что вы? Наставником на сидели вместе, Санька, прям глаз не отвести. Пускай Маринка полюбуйся. И куда вот я теперь-то? Ну куда? К жене, домой беги. Кирпичи? Никто не видел. Как сколько и договорились, так и пускай. Ну, 5 штук. Еще 5 возьму, и хватит, и сразу уплачу, и от греха подальше. Не знаю, что же с обманом-то. Не очень-то радостно. Давай, наверное, их назад. Как назад? Он что, передумал? Нет? Николай уже ни при чем получается. Я прикинул, с кого спросят. Теперь с меня получается. С тебя. Ну, ответственный. Так что кончилась лавочка. На место кирпичи надо. А вот ни черта вам не верну. Западали. То бери, то относи. А с какой-то год ты вдруг ответственным заделался, а? А поди пойми, мы там перетасовались. Вот Володька спросит, а что я ему скажу? Хранить обязан? Обязан. Сторожить к ним нанялся. Нет. Зять он мой со вчерашнего получается. Николай, Володька. Володька, зять.
взять? Ничего не понимаю. А я понимаю, куда он со штанами бежать? Неизвестно. Так кому это гид жене зашьет? Да которая? У тебя акция на каждом стуле по фигуре 10 штук. Да нет. Только 2 получается. Одна законная, Ну, Валька. а одна, это, как сказать-то, спорная, под настроение получилось. Любовника, любовку завел. Я с ней не спал. Я на диване. С Любовкой-то что? Пошел ты, отнес ей штаны. А тут неловко как-то. Позорно. Может, выручишь? Зашьешь? Ну, а кирпичи я и сам могу. Куда? На место, наверное. Хорошо сообразил. Он кирпичи на место на какое-то непонятное тащит, а я за ним бегу и на лету задницу мотаю. Ты как тебе так? Ну, а как тогда? Тебе сначала? Давай я сам. Там. Ну, давай, там. Удобно? И вправду тяжелый. Пошли. Направление-то правильное, держи, зашагал. Обставилось так. Разберемся. Само, я не из вреда. Обставилось так. Кажется, расскажешь. Я с кирпичами теперь по-честному вожусь. Так идешь или нет? Я так иду. Санька, так ты скажи толком, как получилось-то, что у вас один-то зять на двоих-то? Так Валя с Лидой чего-то не поделили. Тогда нас и поделили. Ничего не понимаю. Здравствуйте, Николай Гаврилович. Здравствуй, хвастуй, соседка. Что за радость? Здороваюсь. Здороваюсь, а не ору. Да? Уж больно с подковыркой здороваешься. Здравствуй, хвастуй, Николай Гаврилович. Что надо? Ничего не надо. Ты давай-ка здесь не кури. Весь твой дым ко мне в комнаты потянет. С какой-то радости я тебя поднюхивать-то должна. А ты не поднюхивай. Не собака пойдешь, чтобы поднюхивать. Иди вон, в свой двор. Да не кури. Собака. Сам подумай. Я? Этот. Молодожен. Молодожен. А невестушка-то где твоя? Небось, выкинула? Зачем? Отдыхает устала. А я, видишь, покурить и вышел. Да. После этого дела всегда так курить хочется. Что, забыла, что ли? Ковры из головы не идут. Ты с кем тут? Один. Сижу. Послышалось, разговариваешь с кем-то. А, Лидка в окно выглядывала. Ну чё? А чё? Отбрил, мать его. Сейчас бегает он по избе. Пыхтит. Как и про ковры-то сказать? Где искать, ума не приложу. Может, в милицию обратиться? Да гони. Не гони давай, есть наметка. Какая, наверное? Ну, зацепка, мать его. Тут у одной ручки с ящичком надо проверить. Да когда успели-то, мы же из дома не выходили. Когда брашку в подполе работали, зашли. Что, долго, что ли? Байкал-то рычал. Лаял, да. Ладно, пойду разведу сейчас. Коля, смотри, и кирпичей-то меньше опять стало. Ой, мне кажется, здесь одна шайка-лейка орудует. Надо в милицию. Тихо, тихо, тихо. За кирпичи молчи. Кирпичи
Замутили? Вот и мутная. А кто замутил? Из Америки, что ли, кто приехал? Сами и замутили. Вот дура. Америку еще припила. За водой-то пойдешь или нет уже? Что, в огороде и правда вода мутная? Не знаю. Вчера чистая была. Вот это, сходишь, проверишь, я и двину. На разведку? На нее, мать его, твой-то вон дома сидит, носу не кажет, припух. Припух, ага. А с ведрами ты как быть? Неудобно. Показались. Подумай, ты за нее поворотили. Литка. Где она там? Ой, не вижу. Далеко ушла. Коль, ты это, сходи. Коля! Николай! Как сквозь землю. Ой. Я правда слышала, Гена? Ой, слышно, слышно. Скажи, развал, не без смеха. Не могу есть. И у нас развал. А вот на чем? Да куда страна, туда и мы, ниточка за иголочкой. Ну не женами же меняться комики. Прям я ему ой, куда колола. Ой, дай ты распиши, не могу. Не во мне дело, и не в Кольке. А в ком? В тревожности положение. Раньше вот, слышь, смотришь на речку. Речка, как речка. Ничего особенного. Все хорошо. Замечательно даже. А теперь смотрю и думаю. Отравленная. Вот течет, понимаешь, одна отрава. Отрава одна течет. И про другое не думается. Вот рыбы мало, правильно? Ну, про одну отраву каждую минуту думать тоже тяжело. Вот невыносимо прямо. Да и в этих еще продуктах черт навалял. Ну каких? Ну кого? Ну эти стициды, во! Теперь ни капуста, ни морковка, ни стициды. Так на своем-то огороде поди здоровые овощи. А дожди химические. Химия, говорит, оттуда шарахает. Вот закинешься на небо. Полюбоваться им, к примеру, захотел. А про химию думаешь. Вот и не хочешь, а думаешь. А нахрен мне эта химия нужна? И потом Васька с Мишкой, сыновья, в Ростове у нас. Знаешь, да? В самом Ростове. В Багаевском районе. Сколько там километров-то до города? 10, 70. А я почем знаю? И я не помню. С женами, с детьми, всем кагал собрались и уехали. И живут так. Далеко забрались. Край богатый, урожайный. Вот раньше раз в 2 года, а к нам в Сибирь погостить заявлялись. А теперь и вовсе не выберешься. На один билет полгода упираться. Вот это жизнь. Может, лучше станет когда-нибудь. Да что-то не видать, чтоб лучше. Все хуже и хуже. Вот это видать. Лепесточков, правда. Я тут, слышь, локатор на радио настроен? Почем там нынче у нас билет-то? А почем? Да там одна инфляция. Вот в какую дыру не ткнись, везде. Только ее и караулю. Для родственников
Совсем в голове места не осталось. Одна инфляция на уме. А я ведь, Санька, раньше думала, она хорошая. Кто? Она, инфляция. Да ты чё? Да правда, правда. Вот когда еще телевизоры работали, еще вышка неопрокинутая стояла, передавали его шахтерам из этой инфляции. Большущую зарплату дали, которая им и не снилась. Вот, думаю, скорее бы до нас добежала эта инфляция. Но не дура. Ты слова-то такого раньше не знал, а? Да правда, правда. Разве я думала раньше, что чужие кирпичи начну когда-то тягать? Никогда не думала. А я с утра самого употреблял. Почти не пьющим считаюсь. А сейчас предложи, не откажусь. Жадность откуда-то появляется. Жадность. Санька точно жадность. Вот или раз в гостях начнут угощать, ведь ем. Еще ведь вот уж у самого горла стоит. Все равно наворачиваю там. Вот последний раз в жизни ем. Со стыда готова сгореть. А все равно кусаю. Раньше не замечала. Так, может, просто голодный? Вроде и желудок не пустой. Санька, может, я одна такая? А я? Вот попробуй, поднеси мне сейчас рюмашечку. Ну вот попробуй, поднеси. Думаешь, откажусь? Да нету ничего. А чё? Что думаешь, у меня завод водочный? Да нет, я так. К слову, и с Валей ссоримся 100 раз чаще. Вот вам-то кажется, мужики во всем виноваты. А вот я, к примеру, при чем? Всю жизнь и шачил на пароме, как это. Еще и виноват. Говорят, психика у народа должна быть другая. От неправильной народной психики, мол, беды, трудности неожиданные. Но вы там сначала свою психику замените. Вот вы-то знаете, где эти психики раздают. А нам другую брать неоткуда. Народ и будет сидеть, сложа руки, конечно. Макеевна, ты там дома? Колька, куда не спрячь меня? Да не он это. Макеевна! Куда-нибудь. Да и вправду он. Да и бог с ним, тебе-то что переживать? Да заподозрить что-нибудь про нас. Не милиция, зови их. Изменил, скажет, предал жену его. Ну, летишь, что ли, в избу? Залезь там под кровать, умри. Макеевна! Макеевна! Чего ты не отвлекаешься? Чуть головку опять не сорвался. В доме-то не слышно, вот услышала, вышла. Здорово, Колька. Здорово. За деньгами пришел. Какими? За кирпичи, какими? Спасибо тебе, Колька, За что? за то, что прищучил ты меня с этими кирпичами. Воду воровкой не была, совесть бы заела, начисто бы заела. Я же тебя деньгами откуплю с неволкой, ладно? А то в доме не бутылочки. Ну ты-то, притаилась бедно, а? Все углы обшарь, не найдешь. Ну, на всякий пожар. Бывает, поставишь куда-нибудь, затыришь и забудешь. У меня же раньше так же было. Я как-то в огород зимой бутылку заначил, а утром снег как навалил. Все. Не знал, мать его, где искать. Нашел. Нашел. По весне, когда снег растаял. Она сама себя и выказала. Давай поглядим, а? Вот какой ты человек недоверчивый, Колька, а? Из-за одного проступка готов вот веревки из меня бить. Иди, гляди. Ева, а ты ничего больше случайно на нашей улице не прихватывала? Кого? Когда? Ну, у Арефьевых, у Валентины. У Саньки? Ну, у Вали на их стороне. Говорят, пропажа какая-то большая у них. ОМОН хотят из города вызвать. Те шерстить начнут. Муравей, говорят, не проскочит. Ах, он паразит. Сидит, мозги тут заправляет. Химия у него на небе. Тревожность у него в положении. Макеевна, Ах, он ты про кого забегала?
кирпичи я без претензий. Да? А при чем тут ОМОН? Без мужа, без детей. Так и все валить можно. Плаче всех, что ли, живется? ОМОН они вызывают. 20 лет на почте отпахала. Премии, да грамоты. А тут забирать свои кирпичи к чертовой матери. Ты, Макеевна, с ума сошла, что ли? Кончай давай. Был бы он, было бы что сходить. Связалась с вами, как не надо. Ну, мать его. Просто так зашел. Ну, Макеевна, давай, хорош уже. Замылила, нечаянно. Сразу воровку из меня делать. Да какая ты воровка? Что ты собираешь? Шишки собираю, ваши намеки разные. И дайте еще расколются. Утаскивайся, ты едова! Куда я их тебе? Купила? Значит, пользуйся. И давай это, не сам оскорбляйся. Какая ты воровка? Все же по уму было сделано, правильно? Хочешь, могу вообще бесплатно. Последний проси. Хочешь? На. Считай, что в расчете. Говорю, не нужны мне твои кирпичи. Удавлюсь лучше, чем договоры терпеть. Думаешь, я что ли лучше? Мне по твоим выводам раз 100 удавиться надо. Вчера ночью 20 пачек папирос на пазуху и в попу. Ой, Но украл. Кедря не пей. из магазина. Магазин. В нем лицо ушкуривания. Со своего стола сгробастал 20 пачек. За пазуху и бегом в платок. У себя украл. Ну кино, да? Ты себя берешь, а как будто чужой теряешь. Хотя вообще-то сейчас везде так получается. Макеевна! Я спрячусь. Дома садились, прятки негде играть. А ну, признайся, бабы, головой устроили из-за вас. Ты заведи ее в дом. Я это потом не выскочу. Давай, отвлеки ее. А ты что, с водой? Колодец ваш ходила. Умотал. Это что у тебя? Шитье, что ли, какое? Хочу сегодня баньки стопить и вашей колодезной водой голову себе ополоснуть. Батюшки, Макеевна, види, как себе ухажера завела. А ну, признавайся, кто такой? А? Ага, кавалеров полный дом, но ни одного тут мало. Так смотри, кто такие-то? Да ну, какие там кавалеры, пятик за полпола ног. А ты ко мне просто так дошла или по делу, а говорят, у Арефьевых какая-то пропажа страшная. Ты ничего не слышала? Нет, не слышала. Вот у нас папиросы кто-то стырил. Вот это точно. Главное, кто, не поймешь. Лежали себе на столе, как сквозь землю. 20 пачек. А говорят, Арефьевы так. ОМОН хотят вызвать, и уж говорит. Господи, да чего у них красть-то? 2 ложки с пустой плошкой. А кто говорит? Такой-то твой и говорит, А где ты его видела? так тут бежал. Я не сказал куда. В какую сторону бежал? Так туда, куда-то к морю. Гена, штаны-то твои шибко знакомые мне. Недавно на ком-то видела, а на ком? Помню. Чьи штаны? Да не знаю даже. Гляжу, лежат на кустах хорошие штаны. Вот зашила. Буду вид, води копаться.
сегодня-то, конечно, мы их во двор перетаскаем. Но ведь кто-то же это делает. А вчера и папиросы украли. Прямо из дома. Совсем обнаглел народ. Что ты говоришь там? У Арефьевых-то пропало. Я ничего не говорю, это Койков сказал. А что не сказал? Так сама его спроси. Или вон, Таньку. Саня куда-то подевался, куда, не знаю. Да куда он подевался, вон он сидит себе. Где? Да в поселке где-нибудь. Макеевна, это же его штаны, Санины. Да, точно его. Ага, по поселку, без штанов. Ну, а лето еще не холодно. Не молодой же, чтоб в трусах по всему поселку. Ну, даже если молодой, не у себя же во дворе. Ну, а что они у него, поди, не последние? Другие надел. Да ничего не брал. Окей. С ним, наверное, приключилось что-то. А вдруг его убили? Да кому у нас тут убивать-то? За 3-9 земель живем. Так это бы наехали какие-нибудь бичи голодные из города. Да еще какие-нибудь мушкетеры. Тетеры. И пиджак у него крепкий, и рубашка еще хорошенькая. Наверное, мелочь еще в кармане была. Ведь удавят, в Байкал кинут, а там иди еще и в жизнь не найдешь. Колька, говоришь, к морю побежал? Ага, туда. Убили! Чует мое сердце, убили! Кирпичи пропадают, папиросы украли. У Арефьевых, говоришь, какая-то пропажа страшная. Целая банда у нас в поселке окопалась. Вон, преступность-то растет с каждым днем. Сбегаю я, что ли, на берег, а вдруг выведу чего? Ага, беги. А я, это, Макеевна, это со мной, я одна пойду. Не, у меня по хозяйству черт ногу сломит, ты беги. Не бойся, день еще белый, а да. Макеевна, а ты штаны никуда не девай, ладно? А вдруг для доказательства придется, ты побереги, ладно? Ага, поберегу. Ты беги, не бойся, беги. Макеевна! Ай, птица, ты сюда! Ой, там Валя Арефьева к тебе идет. Я у тебя тут прячусь, ладно? А ты ее в дом замани, а я выскочу, ладно? А что, Макеевна? Что тут у тебя как? Ты смотри, что ли, закрываешь? Ты хоть в доме девица! Макеевна! О, хотела мимо пройти, да ноги сами завернули. Ой, была у вас как на колодце, пила, чуть не облилась. Вода у вас таки, ой, прямо-таки сахарная. Ой, лекарство, не вода. Лекарство горькое. Ой, и горькая, и кислая, и сладкая. Поди, что там? Где? Там. Там кто там? Жирность какую завела? Пойду. Тихо. Они почему молчат-то там? Ты про дорогу говоришь, Макеевна? Звягинцевы там, и Колька, и Литка. Попрятались, молчат. Может, сейчас выйдут. Ой, Палька, ты куда? давай меня! Как с ума сошли, сейчас так с двух сторон меня распыляют. Да не в сарае, в доме у
сваливает. На кого это я сваливаю? Ну, обещал решить, а сам маневр устроил. Без штанов у чужих прохлаждаешься. Улицу нашу позоришь. Да я, да он в огороде сидел. А тут И растутукался. И хлеб у него в 7 часов. Это на самом деле с 9. Ты куда по 2 часа в день тратил, а? По каким дворам шлялся? Кого искал? Вай, он чё? Лид, он... Да ты чё? Он-то чё? А вот где твое чё? Ты не пыхти, не пыхти. Лучше женам это. Прямо в глаза смотри. Умеешь ходить, умей ответ держать. Лидия, видишь? На кого ты меня променял? А че это ты вдруг выпрямился-то, а? А меня наглость человеческая из себя выводит, выкручивает всего. Видишь, выкрутила. А обратно не могу согнуться. Что там у тебя в сарае? Чего у тебя? Ну надо же, а! Ведь сидела на них. И даже в голову не пришло. Это вот, Это что, наши что ли? А что ты не похожа? а че это не похоже? И красные, и с дырочками, и вылитые наши. Макеевна, они как тут оказались, а? Ха! Свои же кирпичи сам и продает. А я у него улицу позорю. Сам ты позоришь. Кому продаешь? Макеевне. Кому? Когда вином берет, а когда за бумажным? А? Иуда! Кто Иуда? Я Иуда! Да сейчас ты по кумполу дам, раза больше! Это! Давал, а сейчас первый без очереди и получишь, но где там застрял? Санька, ты чё вообще? Ну что ты там, переминался? Костя, стой, где Ну стоишь? что, собак прятаться до мужиков закладывать, это только и умеет. Да я никогда в жизни за кого не прятался! Иди сюда, прокоп! Не напусти его! Ваня, держи себя! Меня! Одного! А сейчас и второго навалю. Ну что? В колодцу же холодная! Ну что, теперь тебе Санька полагается. Давай, Лида, давай. Ну-ка, стой, давай, не прыгайся. Бабушка, что надо здесь при чем? Если правда на куритов ведь хватают. А как кирпичи таскать да женами меняться, это ничего, это можно, да? Колька, мы что это сидели сами? Ты давай, стой, я один ходить мог, от простуды, загибаться не намерен. Ну что, встали-то быстрее! И что, смеетесь? Давайте, смейтесь. Ну, Лидка. Лизка, чё подставляешься? Давай, давай, как реагируешь, Ну что, посмеялись? Теперь так. Я сейчас пойду, а вы вот этого вот еврея ко мне на поминки мои, похороны, не пускай. Макевна. Можешь всех до единого утаскивать. Лидка. Лидия, я же все-таки на тебя надеялся. А ты, Лидия, предательница родного мужа. На соседа променяла. Я после горя такого, причины такой, стрелюсь, мать его. Кирпичи она пожалела. А что взять из нас прислугу дачную хочет сделать, а? Хоть бы раз внучку к нам в деревню привез.
Воспитание вам мое не нравится. Никому не нравлюсь, да? Вот с им обе и живите. Султанствуйте. Мать его, горим тебе, Саня. Оставляй. Да. Ну что Николай-то заплакал прям? Слышишь? Стреляться побежал. Макен, давай кисель будем варить. А ружье-то в доме есть, как сразу застрелится. Ой, да у него там боек сломан с прошлого года. Да какой там застрелится? Он еще нас всех переживет. Не знаю, Лида. Говорил он как-то. У меня прям мурашки по рукам. Колька! Колька! Ну чё? Да ничего, закрылся везде. С огорода калитку запер и ворота, видишь? Там не видно на затычках. Ну, изнутри начисто замуровался, а? Коля! Коль! Ты кого там делаешь? Слышь, Коль? Лид, я же говорю, боек сломан, без бойка не застрелится, а? А веревка-то в доме есть? Ну, хоть бельевая, хоть какая. Я мотивун тебе! Если ружье сломано, будет же как-то выкручиваться. Коля! Коль! Коля, слышь, ты веревку-то не трогай, нужна она мне, Коль! Лида, ты зачем подсказываешь-то? Вот посмотрите, сама же подсказывает. Коля, ты не трогай веревку-то! Ваня, веревку! С ума сошла? Так что побежит Ваня, мы его и перехватим. Забери тут в огород, Ваня! Ай, да чего там? Если уж захочет, можно и на шапке. Как маленький. Сколько там? Ну, сколько? Сантиметров 95 метров от силы. Ну и что, можно он просто не найти, монеты разрезать. Что ли? Колька, гад! Открывай паразит, слышишь? Я тебе потом все волосы повыдираю, слышишь? Кого? Покойника, что ли? Я чё, просто так, что ли, с ним 20 лет корячилась? Для чего? Для какой радости? Чтоб вот так вот запросто меня одну оставил, да? Колька, гад! Открывай паразит, слышишь? Я без тебя никуда. Я без тебя не уеду ни секундочки, ни минутки не останусь, слышишь? Коль, там! Ваня, веревка! А ну, мать его, давайте отсюда на благородное расстояние. Слышь, Сань? Ау. Боек-то целый. Володька зять починил. Как? А напаял там чего-то. Как знал, мать его. Как нарочно, а? Прощай, Лидия. Любил тебя. По сих пор люблю, слышь, Лидия? Слышу, Коленька, слышу, золото ты мое ненаглядное. Не надо там, Коля! Не получилось, однако, такое. Лид, ты живая? Нет, Лида! Ты че какой? Где он? Слава тебе, Господи! Николай, где? Что ты? Литка, Бог-то глянь, Литка! Бог глянь! На ком лежишь? А я чё я не стрелялся, а?
Я уж тем более патронов лет 100 не покупал. Папа, и то раз в год стреляет. Да, Коль? А может и правда как палка, а? Слышь, Саня, я ж, главное, на кровать сел, положил его рядом, и даже не шевелил его. А оно как, задает? Само! И никакой не порох. Тестом запахло, дрожжами повеяло. Коля! Ты куда сунул-то? Кого? Сунул ты куда? Ой, не могу. Никуда ничего не совал. Ай, болтай, Бога! Ну, правда. Из-под подпола дотащили. Бутыль, мать его! Саня, за мной! Кого? Чего? Валька, нам-то расшифруй. Да брага у него взорвалась! Никакое не ружье! А мы-то на самом чуть штаны не наклал! Ой, упора! Чё, брашка взорвалась? Пробку вышибла! Прям в мягкое место ему пульнуло! Как кружку быстрее! И что бежит? И что пенится? А как? Она же в подполе была, за картошкой. А потом вытащил папиросы за пазуху, а бутыль подкрывать взял и задвинул! А, это, наверное, когда мы с Саней у вас ковры забирали. А я-то думаю, куда подевались? Голову сломала! А мы зашли, ни тебя, ни Кольки нет. Подпол нараспашку мы и забрали. Это, а мы-то через наш погреб ваш за папиросами в банку еще себе отлил! Девки, они ведь сейчас в желудок за милую душу там отливают. Ой, сейчас и всю говорят, еще и вылежу. Ой, бежим, Лида! Бежим скорее! Инка,